Кто с компьютером на «ты» – это выясняли на региональной олимпиаде профессионального мастерства, которая прошла в Балаховском машиностроительном техникуме. 50 ребят со всего региона демонстрировали свои знания по информатике. Победители определяли по 5 номинациям. Кто поедет отстаивать честь региона на уровне Центрального федерального округа. Подробности в нашем материале. Программу «Самый умный» загрузили в Балаховском машиностроительном техникуме. Именно там прошла региональная олимпиада профессионального мастерства по направлению информатика и вычислительная техника. 50 студентов и 5 номинаций. Мастер по обработке цифровой информации, программирование, веб-программирование, компьютерная графика и базы данных. Но чтобы провести олимпиаду такого масштаба, техникуму пришлось подготовиться. Конечно, мы готовились к Олимпиаде, подкупили кое-какое оборудование. Хотя еще раз хочу сказать, что у нас достаточно современная база. Одна из лучших в Тульской области. У нас есть и призеры, и победители. И не только в этих Олимпиадах по информатике. Вот. У нас сильный творческий коллектив, который способен решить любую задачу. Посидеть за компьютером и книгами пришлось ребятам. Задание, на первый взгляд, как говорят члены жюри, немногим сложнее тех, что студенты проходят в колледжах и техникумах, получая среднее и начальное профессиональное образование. Педагоги поработали на славу. Теперь дело за воспитанниками. Задание достаточного уровня. Здесь задание разделено на две части. Первая часть – это тест. Там было 25 вопросов. Все успешно прошли, но с разными результатами. Вторая часть – это практическая. У них есть готовая база данных. Они должны разработать запросы. 6 запросов разного уровня сложности. И кроме этого нужно 2 уровня защиты сделать. И нужно сделать форму для удобства ввода. Это соответствует как раз тем заданиям, которые обычно даются на базах данных. Кстати, как только студент закончил выполнение задания, компьютер сразу оценит результат. В этой группе уже есть первый 100-бальник. На выполнение теоретической части дается 30-35 минут. В каждой номинации по-разному. Например, те, кто участвует в Олимпиаде по направлению программирования, делают только практическую часть за 4 часа. Уж очень основательно нужно подходить к заданию. Мало того, что они взялись за решение каждой задачи, практически они их выполнили. Есть недочеты, в этом есть элемент соревновательности, но они достаточно хорошо подготовлены. То есть, я думаю, нам есть за что сказать спасибо их преподавателям, которые готовили к этой Олимпиаде. Олимпиада закончена. Пока жюри совещается, в актовом зале техникума проходит концерт. Его долгожданные результаты. Каждый участник получил диплом и медаль. Подготовились мы очень хорошо, очень долго занимались. Я хотел бы в будущем устроиться на работу, скорее всего, в коллегии адвокатов, и тем самым помогать людям бороться с их проблемами. Как утверждают члены жюри, многие показали знания на максимальные 100 баллов. В этом случае, кто же станет победителем, решало время, за которое ребята успевали сделать работу. Отстаивать честь региона, правда, уже на уровне ЦФО, будет Николай Шариков, студент Тульского экономического колледжа. Он и стал лучшим в номинации программирования.